Для КамАЗ-мастера работа только начинается. Позади остался шелковый путь, непредсказуемый и очень результативный для нашей команды. Айрат Мардеев из-за штрафа лишился победы, Андрей Каргинов сошел после технических проблем, Эдуард Николаев работал не на результат, а тестировал новый двигатель. Триумфаторами стали молодые пилоты Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. Сегодня моя коллега Наталья Поткина встретилась с руководителем команды Владимиром Чагиным. Он подвел итог ралли-марафона, оценил выступление и рассказал о перспективных предстоящего Дакара. Владимир Геннадьевич, на прошедшем шелковом пути Айрат Мардеев, к сожалению, сошел из-за штрафных очков, упустил победу. Андрей Каргинов сошел с дистанции из-за технической поломки, а Эдуард Николаев, он не работал на результат, он испытывал новый мотор. Но, тем не менее, гонка принесла победу КамАЗу. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете выступление вашей команды? Считаю выступление хорошее. У нас результат получился. Самое главное, мы заняли первое место. 2 призовых места из 3 наши. Приехали в наш город, Набережные Челны. Действительно, у 3 лидирующих экипажей были те или иные неудачи, а успех подхватила экипаж нашей быстрой технички. Раньше эту роль выполнял наш легендарный прославленный Ильгизар Мардеев. Сейчас мы эту машину, его же машину Ильгизара, кстати, облегчили максимально, и на ней выступает Дмитрий Сотников. Наше молодое поколение, даже, можно сказать, второе молодое поколение, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. Но все-таки интересно получилось. Антон Шибалов и Дмитрий Сотников перед стартом последнего этапа их разделяли всего 3 минутки. Какие-то 3 минуты. Кажется, что время совсем ничего. Но тем не менее он пришел первым. А вы перед стартом давали какие-то рекомендации или, может быть, остановки? Как-то настраивали ребят? Ну, как правило, в командах, когда главная задача, чтобы победил бренд, руководитель команды должен дать установку, что все, допустим, один пилот будет первым, другой будет вторым. Но с точки зрения, как рассматривать нынешний процесс, подготовку пилотов, они еще растут, они тренируются. И на Дакаре или на какой-то другой гонке может случиться так, что в последний день, на последнем спецучастке будет решаться судьба первого места. И они будут сражаться не 2 экипажа одной команды, а нужно будет бороться с соперником, разница будет всего там 2 или 3 минутки, и нужно будет проехать надежно, быстро. Так и ребята мне в этот раз сказал. Так же, как Семен Семенович когда-то никогда не расставлял нас, что будет, ты будешь первый, ты будешь второй, ты будешь третий. У кого лучше складывалась гонка, у кого лучше шел результат. И до последнего он доверял нам. Хотелось бы поговорить еще и про Эдуарда Николаева. У него, как я уже говорила, была задача не рваться на первое место, а нужно было как можно больше выжать из новой машины. Поподробнее, пожалуйста, о новом моторе. Как вы оцениваете выступление этой машины? 3 поломки, которые произошли на шелковом пути, они как-то не снижают конкурентоспособность или дают пищу для размышлений? Ну, один день, да, был неудачный для этого экипажа. Они потеряли много времени на ремонт. До этого дня и последующие Эдик на этой машине показывал хорошие результаты на спецучастках, занимал призовые места. Эта машина с таким мотором, с электронным, наше будущее, потому как на предстоящем Дакаре организаторы нас предупредили, что будут серьезные наказания, серьезные штрафы временные за дымность. От них требуют это местные власти, местные зеленые. На Дакар мы планируем из 5, ну, скорее всего, 3 автомобиля оснастить такими двигателями. Такой у нас будет Дакар переходный период от механических моторов к электронным. Мы планируем участвовать 5 экипажами. Окончательный состав и количество экипажей мы объявим в первой половине октября. Владимир Геннадьевич, Алиш Лапрайс на шелковом пути также испытывал свой новый грузовик перед Дакаром. Жерар Деро не участвовал, но тем не менее он приехал на финиш посмотреть и себя показать. Что вы можете сказать о конкурентах на Дакаре? В автомобильном спорте нельзя стоять на месте. Приехать на следующий Дакар на машине прошлого года, нисколько не улучшив, не изменив ее, значит, значительно снизить свои шансы на успех. Все наши соперники, которые стремятся попасть на подиум, весь год занимаются улучшением своего автомобиля. Нужно найти все лучшее, что в мире
появилось, применить на своей машине. Естественно, есть и такой своеобразный шпионаж, друг у друга лучше подсматривают все. Наверное, Жерар Дерой тоже приехал посмотреть, какая новая машина у нас, на какой машине собирается Алиш Лапрайс. В январе предстоит тяжелая битва с нашими соперниками. Нам нужно будет доказать, что все-таки это была не разовая вспышка, а может наше молодое поколение сопротивляться вот этим всем техническим монстрам, всем этим монстрам.